Зритель видит на картине тренировку орловских рысаков на замерзшем пруду. Художник изобразил окрестности села Шаховское Узловского района Тульской области. В ясный день на льду шумно, тренеры вывели коней на пробежку. На небе, затянутом тяжелыми снеговыми тучами, светит яркое зимнее солнце. Вдалеке, на линии горизонта, виднеется лес и деревенские постройки. Орловские рысаки, запряженные в специальные беговые качалки и зимние сани, чутко прислушиваются к окрикам ездового и быстро преодолевают дистанцию. Контрольные тренировки перед соревнованиями проводят в призовой качалке, устойчивой на ходу и пружинистой в оглобле. Тренировка проходит в зимнее время, поэтому орловские рысаки запряжены в беговые сани, которые от обычной качалки отличаются высоким тяговым сопротивлением и прочностью. Чтобы во время бега сани не опрокинулись от подъема оглобель, предусмотрено применение страховочного ремня. Сцена, изображенная на полотне, выполнена с фотографии 30-х годов, сделанной на Шаховском конезаводе. Конный завод появился в селе в начале XIX века. Изначально был собственностью князей Оболенских, но в 1890 году был закрыт. В 1924 году завод был воссоздан как предприятие, разводящее орловских рысаков. К основным достижениям конного предприятия причисляют 32 рысака, принадлежащие классу 2.10. Питомцы Шаховского конезавода принимали участие в соревнованиях и дважды становились победителями соревнований на приз Барса, одного из самых престижных состязаний среди орловских рысаков. Картина написана художником Федором Устиновичем Кузнецовым, уроженцем села Комарево Арсеньевского района Тульской области. Живописец родился 6 марта 1928 года, освоил профессию шахтера и занимался любительским рисованием. В 1955 году поступил на заочное отделение Всесоюзного института культуры, по окончании которого создал много интересных и неординарных работ, принимал участие в различных выставках. Нарисовал портрет ветерана Великой Отечественной войны Боковикова, за что получил медаль Всесоюзного смотра самодеятельности, посвященного 40-летию Победы.